Ошо болгон жер кандай? Такталган участокпы же спорный участокпы? Эки мамлекеттин ортосундагычы. Вот как пограничные службы, руководитель правильно говорит, это такое село очень интересно, да? Там одно гражданин Кыргызстана может с одной стороны выходить на территорию Узбекистана, с второй стороны может на территории Кыргызстана находиться, да? И, естественно, ушундай жерлерде биздин пограничный службалар жаңағыдай дозорный наряд деп болсаңарбы, ошолорду усилять этип. Действительно, факт есть, что люди не хотят. Если в одном селе они находятся, через улицу находятся, и в то же время им приходится, нашим гражданам, 50 километров, да, крюк делать, чтобы через контрольно-пропускной пункт официально заходить, да, на территорию Узбекистана. Естественно, есть такие бытовые моменты, что наши граждане, они просто через улицу перебегают и находятся в другом государстве. Я думаю, что инцидент именно такой был, но мы как правовое государство такие моменты должны меры принимать. Пусть тогда и кыргызская, и узбекская сторона обоюдосторонно увеличивает там дозорный наряд, чтобы таких фактов не было. Это раз. И Динара Амантуровна, да? Мы 1000 лет, два народа в согласии, в дружбе живем. И вот вместе были в Советском Союзе, сейчас СНГ у нас. Есть очень много соглашений межправительственных. Договор есть, правильно? 96-го года о вечной дружбе. И разве инструкция пограничника Узбекистана разве выше стоит вот этих всех международных наших двухсторонних соглашений? Что он может применить оружие? А? Почему на должном уровне, на уровне Министерства иностранных дел, на уровне правительств? Есть же такие моменты, чтобы именно запрещалось принимать оружие. Скажите вы свое мнение насчет этого. Спасибо, доктор Алиевич. Действительно, у нас есть очень важные соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном, как вы сказали, договор о вечной дружбе, договор о мерах доверия. Очень много, и консульская конвенция у нас тоже ратифицирована обеими сторонами. Но когда в субботу наш заместитель министра вызывал посла Узбекистана, посол Узбекистана сказал, что их сторона, значит, делала предупредительный выстрел. То есть вот этот факт я хочу сказать, что узбекская сторона, значит, в лице посла отметили. Что касается вот того, что вы говорите, конечно, инструкции не должны быть выше соглашений и договоров, ратифицированных обеими сторонами. Поэтому мы считаем, что эти договоры, которые тем более ратифицированы обоими государствами, они должны иметь высшую силу. В этом плане, значит, я хочу еще рассказать, что эта проблема поднята на самый высокий уровень. На самый высокий уровень то, что премьер-министры, значит, Кыргызстана и Узбекистана держат этот вопрос на контроле и дали соответствующее поручение компетентным органам до конца разобраться. Арипов, премьер-министр Узбекистана, в курсе этой ситуации. И мы надеемся, исходя из наших дружественных отношений между нашими странами, что эти вопросы решатся